Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Хоккеисты сборной России победили команду Швеции в групповом матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Андрея Непела в Братиславе, посетили 9085 зрителей. В составе победителей шайбы забросили Артем Анисимов, Евгений Додонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов. У шведов отличились Габриэл Ландескок, Вильям Ньюландер, Оливер Экман-Ларсен и Йон Клинберг. Сборная России заняла первое место в группе «Б», одержав 7 побед в 7 матчах, и сыграет в четвертьфинале с командой США, ставшей четвертой в группе А. Встреча пройдет 23 мая в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени. Вторыми в группе «Б» стали хоккеисты из Чехии. Далее следуют шведы, швейцарцы, латвийцы, норвежцы, итальянцы и австрийцы. Полуфиналы пройдут 25 мая, матч за третье место, и финал 26 мая. А в группе А первыми стали канадцы. Сборная Канады победила команду США со счетом 3-0. В составе победителей с шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Турис и Джаред Маккан. Канадцы заняли первое место в группе А, набрав 18 очков. Единственное поражение команда потерпела в стартовом матче турнира, уступив финнам со счетом 1-3. Далее идут сборные Финляндии, Германии, США, Словакии, Дании. В активе команд Великобритании и Франции по 2 очка. Но британские хоккеисты опередили французов по результату личной встречи. В четвертьфинале сборная Канады встретится со швейцарцами в Кошице. МОК обсудит сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. Собрание пройдет 22 мая в Лозанне. Тему разберут в контексте статуса Международной ассоциации бокса, которой грозит дисквалификация. 30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Чтобы избежать санкций, АИБА должна была продемонстрировать результаты по устранению проблем в вопросах финансирования, управления, этики и судейства. МОК также выступал против избрания президентом АИБА Гафура Рахимова, поскольку он находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Даже если МОК лишит признания АИБА, бокс все же сможет быть представлен на Олимпиаде в Токио. Только организацией турнира будет заниматься не ассоциация, а сам Международный олимпийский комитет или выбранный им для этой задачи посредник. Напомню, что Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Каждый год российские полярники едут покорять Антарктиду. Работа у исследователей сложная. Борясь со стихией, они изучают климат, ледники и сейсмологию. Разбавлять трудовые будни полярники решили спортом, а именно масс-рестлингом. Когда пройдет первый в мире антарктический турнир, знает Айсена Бурнашова. Форпостом по освоению Арктики и Антарктики Санкт-Петербург был и остается. В городе строятся атомные ледоколы, готовятся квалифицированные кадры. И уже много лет от берегов Невы в Антарктиду отправляются исследовательские экспедиции. Все исследования Арктики и Антарктики начинаются с морских экспедиций, начиная с экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, которая открыла Антарктиду. Поэтому Санкт-Петербург и Ленинград всегда были столицей этих исследований. Так, навстречу гигантским айсбергам отправился полярник Айсен Афанасьев. Вылет из Петербурга в Турцию, пересадка в ЮАРе, оттуда 20 суток на судне по льду. И вот уже месяц, как Айсен исследует Антарктиду. Для якутянина это уже вторая поездка. Первая была в 2013 году. Тогда же на зимовочной станции Новолазаревская и появился указатель до Якутска. Ну а в этот раз Айсен решил разнообразить рабочие будни, организовав первый в мире антарктический турнир по масс-рестлингу. Регламенты, правила проведения, как судить. Я в детстве сам этим занимался, и так как нас не так уж много, то мы проведем сразу абсолютно. Между тем, единственной сложностью, с которой столкнулся полярник, стала нехватка материалов. Айсен признается, в Антарктиде каждая щепка на счету. Все материалы, доски, которые тут у нас есть, они уже распределены по всем нашим объектам, которые будут строиться здесь в Антарктиде. И поэтому найти хорошую доску не удалось. Стандартный такой помост, который должен был быть там длиной 2 метра, он у меня намного короче, у меня получился под метр длиной. Известно, что в соревнованиях примут участие 32 человека. Идею проведения турнира уже поддержала Международная федерация масс-рестлинга.
Как истинный патриот, Айсен Афанасьев всюду распространяет свою родную якутскую культуру. Турнир наш состоится на следующей неделе, и это будет поистине исторический момент. Все участники получат сертификаты, а победителям турнира вручат грамоты и ценные призы. 64-я российская антарктическая экспедиция продлится год. Не исключено, что за это время полярники узнают и о других национальных видах спорта Якутии. Меня назначили здесь на станции организатором спортивных мероприятий, и я как раз буду заниматься. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Это были новости спорта. Всего доброго.